Niechaj będzie pochwalony najświętейший sakrament. Prawdziwe ciało i кровь Pana naszego Jezusa Chrysta. Niechaj będzie pochwalony najświętейший sakrament. Prawdziwe ciało i кровь Pana naszego Jezusa Chrysta. Niechaj będzie pochwalony najświętейший sakrament. Prawdziwe ciało i кровь Pana naszego Jezusa Chrysta. O Jezu, najmilosierniejszy, Twoja доброта бесконцая, а скарб ласки вычерпальная. Безмежно доверяю милосердности Твоей, якая поручит Твоей справы. Отдаю się Тебе całkiem i безоговорочно, как таким чином жить, учуся до христианской досконалости. Горячо желаю пожелать Твою милосердность, прозвыкание справ милосердности, jak dla duszy, tak i dla ciała, особливо клопочуть się про навертание грешников, несучись утешение тем, кому потребна допомога, хворим и засмученным. О Jezu, охоплюй mnie jak swoją własność i swoją chwałę. I choć czasem ja drżę od strachu, uświadamiając swoją słabość, ale w той же час безмежно верю в Твою милосердность. Niechajże się ludzie своечасово познают бесконцую глубину Твоей милосердности, доверятся ей и прославляют Ее навеки. Хочем охвяровать этот веночек за всех, кому мы свою молитву обещали, за душу чистую, терпящую и законающих, за детей, которые в этом году первый раз приняли Пана Иисуса z naszej parafii postać eucharystycznej, a tak samo za nas, za każdego z nas w łasce nawiertania i łasce szerzenia любови Божией. Ojcze nasz, który jest w niebie, święci się imię Twoje, będzie благодарство Твое, будь воля Твоя, jak w niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам долги наши, яки мы отпускаем виноваты наши, и не вводь нас в спокусу, ale zbaw nas od zła. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Ty i żeńczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в велину смерти нашей. Amen. Wierą Boga i cał Wszechmogącego Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrysta, Syna Jego jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty z Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamoczony w Poncji Piłacie, ukrzyżowany pomiot i był pochowany, zeszł do otchłani na trzeci dzień воскрес померły, uzeszł na niebo siedzieć prawa Boga, a i cał Wszechmogącego, a tu przyjdzie судить żywych i померлых. Веру в Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, жизнь вечная. Аминь. Очень подрежно, отдаруй тебе тело и кровь, душу и космос, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего, Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всякого света. Будь милосердный до нас и до всего свету. 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 Будь милосердный до нас и до всего свету.
Будь милосердный до нас и до всего света. Отче предвечный, отверую тебе тело и кровь, душу и Господь, умеренного Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа, Как просить за грехи наши и всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче сердечный, верую в Тебе и тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего света. Для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Отче сердечный, верую в Тебе и тело, и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего света. Или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. или Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. Будь милосердный до нас и до всего света. Будь милосердный до нас и до всего света. Отче сердечный, верую в Тебе и тело и кровь, душу и Господь, наимилейшего Сына Твоего и Пана нашего Иисуса Христа. Как просить за грехи наши и всего света. Для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до всего света. для Его болезненной муки, Будь милосердный до нас и до
будь милосердный для нас и до всего света. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuйся над нами и над всем светом. Окров и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Окров и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Окров и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Иисуса, як крыница милосердности для нас. Jezu, święta siostra Faustyna, święty Jan Paweł II, błogosławiony ksiądz Michał Zapoczko, błogosławiony ksiądz Bronisław Markiewicz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska Pana naszego Jezusa Chrysta i Boga Ojca i jedność Ducha Świętego niechaj будут z wami всеми. И с Духом Твоим. Урочистость Божого тела и крови Иисуса Христа, особливо для нас. Мы хотим манифестовать, тешиться и радоваться тому, что Иисус Христос захотел остаться у знаках, незвичайных знаках, з яких чоловік користає кожен день і для яких не може жити. Це хліб, який нам потрібний для спожитку страв різних, з якого ми не можемо спожити якоїсь найліпшої страви, але так само і вино, яке служить і розвеселяє серце чоловіче, але так само знаком з'являється свобода чоловіка. Перепросим Pana Boga za все наши грехи, как мы могли с чистым сердцем скласти эту наисвятейшую охмяну, якую я спробую за парафием, где живет Божьего благословения, потребных ласков, навертания на Pana Boga, а для померных радостей життя вечного у Володарстве Небесное. Споведаемся Богу Всемогутному И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу наисвятейшую за все Панну Марию, усих анgelов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и отпустивший нам грехи доведи нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершинях Богу, А на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, Тебе великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, який береш на себе грехи світу, прийми моление наше,
який сядзіш праворуч Айца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єзу Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Айца. Амінь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отшивали заплен Твоего откупления, який живешь и владарь с Богом Отца у едности Духа Святого, Бог правду все веки вечные. Читання книги Зиходу. У те дні прийшов Мойсей з гори і переказав народу всі слова Пана і все його постанови. І увесь народ отказав одноголосно. Усі слова, які сказав Пан, виконані. І написав Мойсей всі слова Пана. А уставши рано, побудував хвярник під горою і 12 слупов поводле 12 племен Израиля. І послав юнаков, сынов Израиля, как яны принесли Пану ахвяру все спаления и мирную ахвяру с молодых быков. И взял Моисей половы крови и налил ее в мисы, а другую полову крови вылил на ахвярник. Потом взял книгу заповету и прочитал голос людям, и сказали они: «Все, что сказал Пан, сробим, и будем послухмянами». Моисей взял кров, окропил народ и сказал: «Гэта кров заповету, які Пан заключив з вами поводле всіх гэтых слов». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Келих избавления взниму, и буду закликать имя Пана. Келих избавления взниму, и буду закликать имя Пана. Чим отдячу я Пану за все его добродействия для меня. Келих избавления взниму, и буду закликать имя Пана. Келих избавления взниму, и буду закликать имя Пана. Коштовная в очах Пана смерть Его святых. Я слуга Твой, сын слуги Твоей, Ты разорвал мои кайданы. Келих избавления взниму, и буду закликать имя Пана. Я принесу Тебе ахвяру хвалы и буду закликать имя Пана. Виконаю своє обіцяння для Пана перед усім Його народом. Келих избавления взниму, и буду закликать имя Пана. Читання послання святого апостола Павла до Гаврилів. Брати, Христос, прийшовши як перший святар, будучих добротою, през большую і доскональнейшую нерукотворную скинию, гэта значит не з гэтага свету, і праз кроў козлов і быков, а праз свою кроў раз і назаўсёды
увайшоў у святое святых, здабыўшы вечнае адкупленне. Бо калі кроў козлоў і быкоў і попел яблокі праз пасыпанне асвячае апаганеных, каб чыстым стала цела, то наколькі ж больш кроў Хрыста, які праз вечнага духа сябе самога ахвяраваў як бездоганнага Богу, очистить наше сумление от мертвых учинков для служения живому Богу. И тому Ён стал посредником нового заповеду, как про смерть, якая была дзеля откупления от злочинстваў, учиненных у першым заповеті, атрымалі абяцанне тыя, хто пакліканы да вечнай спадчыны. Гэта Слово Божие. Дякуем вам Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я хлеб живый, який сышоў з неба, кажа Павел. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Marka. Благодарим Пане. У першы дзень празднікоў, калі ахвяравалі Пасху, кажуць Езусу вучні ягоныя: «Дзе хочаш, каб мы пайшлі і прыгатавалі табе з'есці Пасху?» І пасылае дваіх з вучняў сваіх і кажа ім: «Ідзіце ў горад, там сустрэне ваш чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце за ім, і там, куды ўвойдзе, скажыце гаспадару дому: настаўнік кажа, дзе святліца, у якой я мог бы з'есці Пасху з вучнямі маімі. І ён пакажа вам вялікі верхні пакой, засланы і падрыхтаваны, там прыгатуйце нам». І пайшлі вучні ягоныя, і прыйшлі ў горад, і знайшлі, як сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. І калі яны елі, Езус узяў хлеб, благаславіў, ламаў і даваў ім, кажучы: «Бярыце, гэта цела маё». І ўзяўшы келіх, падзякаваў і даў ім, і пілі з яго ўсе, і сказаў ім: «Гэта мая кроў запавету, якая за многіх праліваецца. Сапраўды кажу вам, што ўжо не буду піць ад плоду вінаграднай лазы да таго дня, калі буду піць яго новы у валадарстве Божым». І, праспяваўшы гімн, яны пайшлі на гару Аліўную. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Брати і сестри, прочитаємо сьогодні фрагмент Євангелія, уривок паводле Марка, який, правдоподобно, ми чуємо так само і читаємо, і вельми добре ведаємо, як це все відбувалося при апошній вечері, зазвичай у неділю, пальмовою в одному із годов. Ми читаємо опис паводле Марка і чуємо так само ці слови. Що вони нам говорять, чому на урочистість таку велику ми сьогодні читаємо уривок о Пасхі? Бо Пасха, бо Евхаристія береться з Пасхи. Чим є Пасха? Вийстям з неволі народу вибраного до вольності, до свободи. Що відбувається під час Пасхи, як не наша свобода? І беручи хліб і віно, Єсус Христос не взяв ні ягня, якое там споживали, ні якую другую страву, яка там була, каб їх перемінити і сказати: «Ось тіло моє, ось кров моя». Ні, бере Єсус Христос хліб і воду. Чому хліб і віно? Бо хоче показати, що з'являється
вельми важне і те, що чоловік має на щодень, як я сказав, на уступі до Святої Мши. Варто звернути увагу, що чоловік Пасха і прийняття Евхаристії одно і те саме з'являється вийстям нас з неволі. Бо чоловік, який сититься з хлібом зі стола, хлібом евхаристичним, а увольняється від різних залежностей, турботів сучасного світу, Бог хоче нас сам вирвати з цієї неволі, хоче нас привести до свободи. Але ми вельми часто подобні до чогось другого. Колись в інтернеті з'явився такий ролик, вельми короткий. Ролик називався «Клетка». Був там пацук, і стояла на його камера, який почав прорізати у клетці, яка там була, прути. Перегриз перший прут, а треба ще сказати, що так само за цим пацуком шмат людей наблюдало. І було бачно, які емоції, всі пляскали в долоні, як тільки як той кучей, пацук прогриз цієї прути клетки. Прогриз одну у 3 хвилини. Прогриз у наступні 3 хвилини. Це вже стільки хвилин тривало. Потім надгриз третю, і вона вже висіла там ледь-ледь, а дійшов назад, разогнався і проломив цей прут. І всі були довольні, що наконец пацук отримав эту свободу, до якої він виривався. Стояла камера вельми близько. І коли камера від'їхала назад, усі побачили і охопив страх, що пацук не вилез з клітки, а він залез у клітку, бо в цій клітці лежав кусок м'яса. Що з'являється для мене такою вольностью? Чи я лечуся, що я є чоловіком вольним, свободним? Сьогодні я без інтернету не можу прожити. Сьогодні без телефону, як я його десь згублю, так само не веду, що робити. Сьогодні без праці, може, моєї, так само не веду, що робити. Чи я бути вольним, це означає тримати життя в своїх руках. Народ, который вышел с неволи, не имел такой вольности. Ими керовали, и он в этом отживал свою свободу. Не хотел иметь вольности. Мы почуем 450 годов людям в неволе, так моцно засмаковало этому народу, что когда вышли на эту свободу, не ведали, что робить. Начали нарекать на Пана Бога. Начали нарекать на Моисея, на Пана Бога, что они его вывели з пустыни, з неволі в эту пустыню. Бо как пройти з неволі на свободу, треба пройти з пустиню свого життя. А на пустині, ведаємо, є шмат тяжкостей і шмат небезпеки. Бо із-під піска можуть вилізти якісь хмелі, якісь таракани, якісь страшні і древні речі. Так само є сонце, з яким треба боротися, і так само ночі, вельми холодні ночі. Де так само треба було боротися, бо день гарячий та ніч холодна. Великий перепад температуры. Вот так само есть в нашем житті, брати і сестри. Гэтым есть Пасха, якую спожив Пан Єсус разом з своїми учнями. Вибрав вино, яке з'являється знаком контролю над своїм життям. Тому що чоловік, який вміє по-людську, так зрозуміти фактору, випити одну-две лампочки вина и не напиться, сдержаться, сказать стоп, коли треба. Это называется самоконтроль. Выйти из неволи – это иметь сам контроль над своим життем. Уметь сказать «не», коли, может, коли треба сказать «не». Хлеб з'являється, відомо, пожитком на життя вічне. Хлеб, над яким треба працювати. Хлеб – це і є життя вічне. Треба варто тут сказати те слово, яке Ісус Христос сьогодні сказав: «Беріть і пийте, щоб юдеї ніколи в житті крові не споживали, не пили». Право це забороняло. Не тільки крові, навіть м'ясо з кров'ю нельзя було спожити. Це право їм забороняло. А Ісус Христос говорить щось другое. При вечері,
кожної пасхальної було 4 келиха, 4 тосты, можно сказать по-нашему. Эти 4 келиха поднималось, и парад было пить. С одного келиха все, с другого келиха все. И с третьего келиха Иисус Христос подчас третьего келиха, который поднял, сказал: берите и пейте. Это есть кровь моя нового заповету, якая за вас и за многих будет пролита. И никто из апостолов не стал питать, что нам нельзя споживать кровь. Але взяли и спожили. Доверились Пану, который ведал, что является для их наилепшее. И хоть сами не ведали, что это была первая святая мша, а мы часами так само приходим на святую мшу, бац, открываем очи, а тут же коммуния святая. И сами не ведали, были мы на этой мше, а мы не были на этой мше. Але она для нас важная, братья и сестры. Хоть мы, может, розумом тут не были, а телом мы были. И, может, на разные тяжкости и проблемы сучасного света нас от нее оторвали, але Божья ласка на нас досталась, как мы были верны. Просим, как бы в нашем жизни умели противостоять тому, что древнее, как мы умели противостоять разным спокусам, как мы умели вывести, так как сегодня вышли апостолы разом с Иисусом на гору Оливную, как мы не сидели на месте. Бо сидеть на месте – это значит лениться. Что отбылось в Святом Писании с ленивством Давида? Памятаем, отправил Давид свое войско на войну, а сам остался. Не было, что робить, ходил вправо-влево, поднял в очи, убачил прихожую женщину. Отбылся грех чужеродства, и она зачала дитя. Далее, когда доведался уже грех, когда доведался, стягивая Урия с войны, запрашая его на себе, кормить его, поить его для непритомности, вот иди, положись с жонкою. Але Урий, как соправдный жаунер, и право это забороняла, пришел и положился перед дверами, и там заснул на улице. Как не ложиться жонкой, его право забороняла подчас войны. А Давид не скористав за это право. Як бачимо, Давид еще далее йде, еще больше в болото это уходит, бо коли мало, треба еще больше глубее войти, чем глубее ходишь, тем больше тебя утягивая, восстанавливая, забить Урия. И это и есть, братья и сестры, когда человек не может противоставиться злу. А как может противоставиться злу? Это и есть Эухаристия, так как это было сказано, и дети сдавали першие коммунийные питання, чим є Евхаристія, або що ми нас є отримовуємо, освячальну ласку, яка є нам дадена, але так само ласку, яка допомагає нам чинити більше добра, а противоставиться злу. Просим, как Евхаристия в нашем житті была тем, что допомагає нам противоставиться злу, а выбирать только то, что доброе. Аминь. Веру в единого Бога и всемогущего, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и в единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинокого, Зайца наружного, перед всеми веками, Бога от Бога, Святого от Светла, Бога соправного от Бога соправного, наружного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и втелился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, подобие Писания, и взошел на небо, сядет праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и его володарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, яки Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, яки промовлял про славу,
веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один и прост для отпущения грехов, и шагаю до воскрешения помилуй, и життя вечного в будущем свете. Аминь. Да нашего Отца в небе, який спасал своего милованного Сына, как в мире забрал для життя, вознесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за Христовый костел, как Евхаристий, и Он черпал силы для духовного отречения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за біскупів і пресвітерів, з рук яких ми отримуємо святую комунію, як Христос неспинно умацовував їх своєю ласкою. Теперь просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за дітей, які у этом годі прийняли першу святую комунію, щоб вони імкнулися жити у ласці все своє життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, кого Бог одарив ласкою покликання, щоб про свою совість з Христом молитву вони стали предвестниками нового життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто оплакує смерть своїх родних, щоб вони жили надією, зустрічі з ними у небі. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников в этой святой мши, как удел у сегодняшней урочистости поглубил нашу веру и едность с Христом, приступным у наисвятейшей сакраменте. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, мы дякуем Тебе за дар тела и крови Твоего единородного Сына, очень просим, как мы досягнули вечного счастья в небесном благодарстве, раз Христа, Пана нашего. Аминь. Тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять. Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита, Христова кровь за нас пролита. Тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять, тело Христа за нас опять. Молитесь, как мою и вашу ятмяру, принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийняв оферу з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему костелу святому. Просим Тебе, Пане наш Боже, одари Твой костел едностью и супокоем, знаком яких з'является гэтая ахвяра враз Христа Пана нашего. Аминь. Пан з вами, И с Духом Твоим гору серці, узносим и давай. дякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Święty Ojcze, Всемогутный, Вечный Боже, праз Христа, Пана нашего. Ён, сапраўдны и вечный святар, установил обрат неспынной ахвяры и первый себе самого принес Тебе, як ахвяру збавления, а нам наказал складать ее на вспоминав себе. Его тело за нас ахвяровано, как духовный посилок, який нас умацовывая, а кров за нас пролита, как духовный напой, який нас очищает. Тому с хорами ангелов мы прославляем Тебе с радостью, устрекаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы
Ty, krynica усякой святости. Тому просим Ciebie, освети эти дары красою Духа Твоего, как они стали для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и, подяв Тебе, складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте z этого все, bo это есть тело Мое, якое за вас будет вydано». Podobnym czynom po wieczerzy wziął kielich, znał Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, кажучи: «Берите и пейте z его все, bo это есть кielich крови Моей нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это czynicie na мою память». Это великая таямница веры, Обращаем смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твоего преступления. Wspominając śmierć z mертwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Ciebie, как усих нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Święty собрал в одно. Pamiętaj, Panie, про Костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаля его в любови разом с Папом нашим Францишком, biskupом нашим Józefem i усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї дійшов з этого світу, і дозволив убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел житті вечным, в едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Евранником, со святыми апостолами, святым Архангелом Михаилом, Janem Pawłem II, błogosławionym księdzom Bronisławem Markiewiczem i всеми świętymi, jakie z wieku podawali się Tobie, abyśmy my chwalili i прославляли Ciebie przez Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Raz Chrysta z Chrystowi ukryliście, Tobie Boża ojczał się machutny, u jedności Ducha Świętego, usia paszczana i chwała, razu Ciebie, i wieczny ja. Amen. Молимся до Отца Небесного, jak nas nauczył Jezus Chrystus, Ojcze nasz, который есть в небе, святится имя Твое, приди благодатство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, ale zbaw nas od zła. Просим Ciebie, Panie, zbaw nas od всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийща Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодатство, Ему и хвала навеки. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój dаю wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wierę Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodnie z Twojej wolą, a daruj Cię supokojem i jednością, jaki żyjesz i władajesz na wieki wieczne. Supokoj Pana, niechaj zawsiody będzie z Wami. I z Duchem Twoim. I radajcie bliźniemu znak supokoju.
нами, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, а дари нас упокоїть. Ось баранин Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Яновую. Пане, я не варта, как ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Witaj Bożyku, Ujawi ukryty, wzięli nieba i liczny Zbawiciel. Witaj naboju, что наших дойных, праву спокоит. Witaj Krynica, dobrej i łamutnej, samotną świetu, Tobie wysłuchły, imię всех верных, на мудрости Божией, вечной пригожей. Witaj, Romane, что з'явилось славление, и смак роскошных в сердцах ужиняет. Люди, придите, отчуйте смотреть, верши успейте. Witaj od Величного раю, гостя веков, соков життя дай. Кто благословит, той смерти так близко, не забоится. Witaj Adina, наших сердцах радость, для бедных душах дивная восставость. Все не терпеть, мои слезы шукают, кричут, вздыхают. Номер 254. Найтишейший, оборни своим молчанием, пригревай Господи, согрей мою стену. Найтишейший, оборни своим молчанием, скрипеньем делай Господи, согрей мою стену. Оборни
говорить, а лишь ты, кто прагнет. Хлеб тишайший, огни своим молчанием, слияние умилой Господи, забери мою телу. А пришибники твоя, якія застанутся, а пришибники твоя, якія застанутся, раздай ты, кто не верит, у своем прагнении, раздай ты, кто не верит, у своем прагнении. Молимся. Пане Иисус, учини ласкава, как мы в вечности радовались полным уделом Божским житии, якое в сакраменте Твоего наисвятейшего тела и крови назови нам отвещаешь, яки живешь и владаешь на веки вечные. Pan z wami I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoju Chrysta. Дякуем Пану Богу. Święty Archaniołe Michale, Держи нас в змаганні, будь нам обороною, сухой спокуси і пастах Злого Духа, покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, якие на згубу душ смеют во свете. Амен. Помагай святейша помощи. Яви нас знания бездна, приложит Сына Зарождения, усвати нас, дай силу нам, один Тройцы, Бог святый, дай хвала всех дней, коли закончится наш час земли, упадется свою прими. Amen. Święty Boże, święty mocny, święty jest narodny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty